Коми продолжается обсуждение доступности лабораторной службы. Согласно исследованиям специалистов, в республике износ оборудования в лабораториях в среднем составляет 74%. В отдельных районах этот процент достигает и вовсе 100%. В Сысальской ЦРБ все не так плохо. Диагностическим новинкам пару лет, но вот компьютеры на вес золота. Как справляются с проблемами лаборанты и врачи, расскажет Наталья Юрина. Сысальская ЦРБ принимает пациентов с разными жалобами. В зависимости от поставленного диагноза врачи оказывают помощь планово и экстренно. Лаборатория при учреждении работает по такому же принципу. Так же, как и в оказании медицинской помощи есть экстренная, неотложная и плановая, так и в лабораторной диагностике мы понимаем, что есть экстренная лабораторная диагностика вот в течение час-два, здесь и сейчас, а также неотложная лабораторная диагностика в течение суток и плановая. В клинико-диагностической лаборатории проводят общий анализ крови, биохимические, общеклинические, микробиологические и иммунологические исследования. Анализы на посевы отправляют в Сыктывкар. В день специалисты отрабатывают более сотни образцов. Приезжают пациенты из Кайгородского района. Наверное, ввиду того, что нет каких-то специалистов конкретных, поэтому они по записи идут к нашему врачу, получают направление на анализы, сдают. В этот же день мы выдаем, стараемся выдать, и они идут повторно на прием и уезжают. Сама лаборатория при Сысальской ЦРБ занимает половину второго этажа поликлиники. Состоит из нескольких кабинетов, в зависимости от вида проводимого на месте исследования. Здесь у нас гематологический кабинет. Можем пройти, посмотреть. У нас Маргарита Сергеевна как раз работает. До 10 часов приходят пациенты, сдают анализы с пальчика. Также приносят кровь непосредственно взятую из вены в процедурном кабинете. После этого вся кровь идет в аппаратную, где пропускается через гематологические анализаторы. Мазочки окрашиваются и уже считаем за микроскопом. Здесь нет отдельного административного блока. Специалисты, проводящие исследования, забивают данные о пациенте и результаты в базу. Вручную заполняют журналы. На это уходит час-полтора драгоценного времени. На оборудование лаборанты не жалуются. Последние долгожданные новинки поступили пару лет назад. Здесь у нас старое оборудование еще по нацпроекту «Здоровье» стоит, которое поступало в 2008 году. И новое оборудование поступило в 2020 году. Мы работаем на обоих, они оба рабочие, поверенные, справляются с нагрузкой. Здесь больше запрограммировать можно исследований. Также можно подключить к компьютеру, что пока у нас еще не получилось. К технике здесь относятся бережно. После каждого использования последние поступления аккуратно упаковывают. Работают и на раритетных образцах. Например, эта центрифуга тоже в строю. Нового и старого оборудования в самой лаборатории 50 на 50. Я считаю, что на данный момент мы всего добились. Нас все устраивает. Может, только пару компьютеров еще нужно, но это в процессе уже. Пока же у сотрудников в распоряжении пара компьютеров, и все результаты со всех кабинетов для оформления несут к ним. Решить проблемы лабораторной службы помогут новые формы укрупнения. Объединение мощностей службы, как это уже произошло в большинстве регионов страны. В Республике Коми детали преобразования профильным ведомством уже прорабатываются. Наталья Юрина, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сысальский район.